Добрый вечер, уважаемые участники и не менее уважаемые зрители и слушатели. Мы рады приветствовать вас на открытых дебатах кандидатов на должность главы окружной администрации городского округа город Якутск. Мы работаем в прямом эфире, онлайн-трансляции идут на сайте ЕСЯ и на YouTube-канале Сахамедиа. Нас смотрят зрители телеканалов Якутия-24 и НВК Саха. Также к нам могут присоединиться слушатели радио Тетим. Во-первых, хотелось бы, конечно, поблагодарить наших участников за то, что приняли приглашение организаторов и нашли время присутствовать на наших дебатах. Тем более в свете последних новостей о судебных решениях по регистрации и снятию кандидатов. Председатель ТИК Алла Самойлова в своем комментарии ЕСЯ сообщила, что кандидат остается кандидатом 5 дней, которые даются на обжалование решения суда. Мы пригласили только зарегистрированных кандидатов согласно данным избирательной комиссии на данный момент. Судя по тому, что никто из ранее заявленных участников дебатов не отказался от участия и все находятся здесь, в этой студии, мы можем сделать выводы о том, что все настроены идти до конца. Сегодня предстоит первая часть дебатного забега. В рамках предварительной подготовки была проведена жеребьевка, посредством которой определились участники сегодняшней встречи. Завтра в это же время в студию Сахамедиа придет вторая группа кандидатов на должность главы Якутска. Темой для обсуждения и сегодня, и завтра этих двух вечеров станет инфраструктура и решение проблем жилищно-коммунального хозяйства. Важно понимать, что главной задачей каждого присутствующего на этой площадке человека является возможность максимально объективно продемонстрировать достоинства и особенности наших кандидатов. Мы очень надеемся и даже верим, что претенденты на пост мэра сделают все для того, чтобы вызвать симпатии наших зрителей и слушателей в рамках этических норм и правил данной площадки. Соблюдение правил строго обязательно для всех участников. Позвольте вас с ними ознакомить. Правило номер 1. Дебаты проводятся в установленные холдингом даты и время. Холдинг Сахамедиа представляет всем участникам дебатов одинаковое количество эфирного времени. Организацию дебатов и все расходы, связанные с этим мероприятием, полностью берет на себя холдинг. Во время проведения дебатов каждый участник в ходе выступлений оппонентов обязан соблюдать тишину и не перебивать. В случае нарушения данного пункта правил модератор объявляет кандидату предупреждение в виде желтой карточки. То есть он будет ложиться на стол. В случае грубого нарушения будет показана красная карточка, звук трансляции будет выключен. После 3 желтых карточек или 1 красной модераторы имеют право остановить дебаты и потребовать от участника, нарушившего правила, покинуть зал. Если вопрос имеет двоякий смысл, носит провокационный, оскорбительный или экстремистский характер, а также дублирует смысл уже прозвучавших вопросов, модераторы могут снять этот вопрос с обсуждения. Итак, мы приступаем к первому этапу. На этом этапе каждому кандидату предоставляется по 3 минуты на то, чтобы обозначить позицию строго по заявленной теме в соответствии с собственной предвыборной программой. Желаем вам удачи! Согласно прошедшей ранее жеребьевке, порядок выступления определен следующим образом. Прокопьев Аял Афанасьевич. Второй спикер Михаил Сергеевич Заболотный. Виталий Валерьевич Обедин. И Илья Николаевич Паймушкин будет выступать 4-м. Первый кандидат. Таймер пошел. Добрый вечер. Я считаю, что город Якутск в 21 веке должен стать безопасным и чистым городом, где будет приятно прогуливаться нам, горожанам и туристам города. Для этого необходимо начать устанавливать видеонаблюдение в общественных местах. Во-первых, это будет иметь эффект профилактики правонарушений. Также через дворовые видеокамеры горожане смогут следить за своевременным вывозом мусора,
уборкой территорий и за всеми проводимыми работами во дворах. Летом город Якутск очень пыльный, весной и осенью грязный, весь в лужах. И я считаю, что в городе все открытые поверхности почвы надо либо заасфальтировать, либо озеленить. Также считаю, что в общественных местах города будет чисто, если мы, горожане, будем меньше мусорить, а также городские службы будут чаще убираться. Для пополнения бюджета считаю, что необходимо развивать туризм, а именно туризм внутрироссийский. Для этого надо городу Якутску выделиться. Я предлагаю неделю перед городским ИСЭХом сделать фестивалем якутского Нового года. И провести, например, 5 дней национальных блюд Якутии. Так, что касается функционирования администрации города, я считаю, что здесь надо достичь полной прозрачности. А это можно достичь только через публикацию всех документов, указов, распоряжений, приказов, договоров в открытом доступе. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Слово предоставляется Михаилу Сергеевичу Заболотному. Нет, это ваш номер. Это номер кафедры, а ваш номер по жеребьевке. Приступайте, пожалуйста. Добрый день, Третий. уважаемые зрители, избиратели и участники сегодняшнего процесса. Значит, ну вообще ЖКХ это тема одна из самых сложных, вообще самых актуальных и самых, я бы сказал, таких тяжелых, поскольку вообще вот все разговоры, в смысле бюджет начинают обсуждать с принятия, в смысле с принятия годового бюджета и рассмотрения вот этой вот, будем говорить, ну, назовем ее ямой ЖКХ, потому что туда сколько денег не вливай, никогда не хватает. Ну вот что, если брать, значит, давайте так, ЖКХ и инфраструктура, все совместимо, поскольку это все одно и то же. Что такое инфраструктура? Да это, собственно, все, что окружает нас в городе. Это здания, дороги, коммуникации, это все и есть инфраструктура. ЖКХ это все, что вот обслуживает это. То есть, смотрите, ну, давайте, любой квартал, вот какой квартал не зайди, водоотведения у нас нет, дороги у нас плохие, значит, тротуаров у нас нормальных нет, ограждений нет, везде текут трубы, текут теплотрассы, перемерзают, все в помойках. То есть ощущение такое, что мы живем не в столице региона, а вот где-то вот на отшибе. Поэтому я считаю, что все-таки, во-первых, за этим нужно смотреть внимательно. Управляющих компаний очень много, по разным оценкам. Вот около, так вот я прикинул, по ощущениям моим, что в городе около 100, а в республике вообще около 1000, значит, управляющих компаний. Ну, я могу ошибаться там в цифрах, я посмотрел просто разные данные. Вот. И вот представьте, как на самом деле сложно уследить за управляющей компанией. То есть если раньше глава округа и вообще управа округа отвечала, у нее были такие функции, ну еще я имею в виду в прошлые времена, то сейчас это все как бы на управляющей компании, и как такового рычага на них нет. Я считаю, что должна быть прозрачность, нужно следить за этим, смотреть, как они работают и контролировать их. Вообще есть замечательный зарубежный опыт. Вперед платить за электроэнергию, газ, воду и свет. Понимаю, немного революционно звучит, но смотрите, ну, к примеру, вам нужно, то есть вы ставите счетчик, я просто говорю условно, это вот как бы такая, знаете, 30 секунд. Будущему мэру, будем говорить, напутствие. Вы ставите счетчик, покупаете примерно 100 кубов газа,
Вот сколько вы их использовали, вы 100 или 50, то есть вы уже оплатили вперед. Никаких долгов нет, никакого ЖКХ не нужно. Не нужно никаких проверяющих. То есть вы просто, ну, то есть у вас есть счетчик, есть карточка, условно говоря, ну или вы можете платить по телефону. Понимаете, насколько это удобно. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Виталий Валерьевич, ваш выход. Добрый день, уважаемые зрители. Знаете, когда я начал готовиться к тому, чтобы произнести визитку по заявленной теме, я там выписал себе разные проблемы, которые в порядке значимости должен был озвучивать. Но уже здесь, вот сюда, придя сюда, в студию, я передумал, перестроил свое выступление. Знаете что? Главная проблема, которую предстоит решить будущему мэру, мне, как я считаю, это проблема конформизма. Конформизма текущей городской власти, действующей городской власти. Потому что то, что происходит сейчас... Отход от темы основной. Нет никакого отхода, вы не даете мне договорить. Потому что то, что происходит сейчас, оно связано именно с конформизмом. Смотрите, проблема мусора. И городские власти говорят, это не мое. Полигон, куда вывозятся твердые коммунальные отходы, будет принадлежать ГУП ЖКХ, РСЯ, республиканской структуре. Мусороперегрузочная станция будет принадлежать частной структуре. Вывозом мусора занимается региональный оператор, который по сути является тоже частной структурой, с долей с муниципалитетом, но она практически не влияет на управление. Это не мое, говорит город, и устраняется. И остается с мерзлыми бытовыми отходами, с проблемой, которую не может решить самостоятельно. Дальше смотрим. Собаки. Это тоже вопрос, связанный с коммунальной деятельностью. Собаки. Это не мое. Вы помните, Сардана Владимировна Аксентьева пыталась через суд, грозилась через суд вернуть проблему функции по решению проблем собачьего вопроса на региональный уровень. Но это проблема города, ее надо решать. Сейчас власти говорят, плохой закон. Бурматов принял и Госдума приняли плохой закон, мы не можем его решать. Мы ждем, пока внесут поправки. А проблему надо решать, и я знаю, как ее решать. ЕТО. Про это сейчас мало кто говорит, никто совсем не все понимают. ЕТО – это единая теплоснабжающая организация. Наши власти городские готовы отдать МУП «Теплоэнергия» в новую структуру, которая принадлежит Росгидро, которая будет централизовывать все теплоснабжение в городе, и в результате чего повысится тариф. Тарифы. Тариф утверждает Госкомцен. Не мое, город не участвует практически. Я никогда не видел, чтобы городские структуры бились за снижение тарифов для населения. Госкомцен рисует, спускает в город, все. Доходит до того, что вот муниципальное унитарное предприятие аптеки выставляется, включено в прогнозный план приватизации на текущий год. Это, конечно, немножко не ЖКХ, но это просто продолжает тему конформизма. Не мое, и мы это продадим. Ну почему не мое, если мы все продадим, если мы все дадим, чем будет заниматься мэр? Контролировать движение автобуса? Обслуживание жилого фонда? УК. Решай, жилец, у тебя есть ТСЖ, иди решай проблему с УК. Потому что это не мое. Я город участвую только там, где есть муниципальный жилой фонд. И это снова не так. Представьте себе, что вы живете в квартире, в которой батарея вам не принадлежит. Приходит какой-то человек и говорит, вот это я отвечаю за эту батарею твою. Там, захочу, в ней будет тепло, захочу, не будет тепло. Аптечку вашу продали соседу, вы к нему ходите, у него лекарства покупаете. Город должен восприниматься мэром как мое. И именно этим я буду отличаться от других градоначальников. Спасибо большое. Илья Николаевич, ваше время. Да, спасибо. Я, если позволите, немного буквально расскажу о себе, потому что наверняка меня мало знают. Я скажу, что я один из самых опытных, наверное, здесь присутствующих кандидатов. У меня больше 15 лет стажа государственной службы. Я был помощником мэра, комитет по молодежи одного из регионов возглавлял, работал в Государственной Думе, работал в правительстве Московской области. И также одно из моих мест работы было связано с ЖКХ. Я был начальником управления в Госжилинспекции Московской области. То есть это надзорный орган, который осуществляет фактически надзор за деятельностью управляющих компаний. Что я предлагаю городу, если я изберусь? В первую очередь необходимо брать под контроль управляющие компании. Кто его должен осуществлять? Безусловно, жители, собственники. Нужно очень тесно взаимодействовать, если необходимо, то усилить работу ассоциации советов многоквартирных домов, дать им различные, снабдить их методичками и снабдить правовой базой для того, чтобы управляющие компании могли эффективнее работать и контроль со стороны собственников был. Также хотелось бы высказать свое
ну, так скажем, но в отношении надзорного органа государственной жилищной инспекции, которая сейчас в деятельности города, я вообще не замечаю. То есть я 2,5 года назад здесь был, и только выйдя из аэропорта увидел, что просто по колено трава растет, пыль и так далее. То есть сейчас вот более-менее хоть что-то поменялось. То есть надзорный орган должен обязательно выдавать акты, предписания, штрафовать управляющие компании. Дальше необходимо обязательно подходить к планированию и так называемому умному дому. Нужно везде поставить счетчики, нужно контролировать так, чтобы деятельность муниципальных, в том числе предприятий, велась, во-первых, с прибылью, во-вторых, она была нацелена на граждан. Создать единую службу для того, чтобы люди могли обращаться туда и получать, соответственно, квалифицированные ответы и реальную поддержку со стороны управляющих компаний, чтобы они быстро реагировали. Что касается дворовых территорий, обязательно нужно откадастрировать, если не откадастрированные дворовые территории, если не бесхозные, для того, чтобы там появились детские площадки, за которые тоже отвечала бы управляющая компания. То есть для того, чтобы обслуживание их началось, для того, чтобы чистили дворы от снега, чтобы убирали подъезды, мыли, как это положено, меняли вовремя лифты, красили подъезды. Потому что есть нормативы, например, подъезд раз в 20 лет необходимо поменять лифт, раз в 5 лет нужно обязательно покраску в подъезде осуществлять. И последнее. Город прекрасный, необходимо заняться парками, парковыми зонами и привлекать жителей, чтобы они также могли влиять и думать на то, что нам сделать, какая парковая зона должна быть, чтобы молодые мамы могли гулять с своими детьми. Спасибо большое. Я думаю, что зрители услышали каждого из кандидатов, сделают соответствующие выводы, потому что каждый из кандидатов очень яркий, по-своему индивидуальный, и свои предложения внесли. А мы переходим ко второму этапу. Он состоит из следующего. Ранее Якутское Саха-информационное агентство объявило сбор вопросов среди читателей. Все поступившие вопросы были разложены по конвертам, и вам сейчас предлагается выбрать вопрос, на который вы сможете ответить. Уважаемого помощника попросим принести вопросы для того, чтобы каждый вытянул и ответил на него. Каждый выберет свой конверт, и хронометраж выступления, ответа на вопрос будет 1 минута. И мы предлагаем сделать следующим образом. Товарищ помощник, все правильно, сначала, да. Все выбирают. Насич, Михаил Сергеевич, затем. Потом по мере... Первый, согласно жеребьевке, выступает Аял Афанасьевич Прокопьев. Вы передаете свой вопрос Николаю, он его зачитывает, и вы отвечаете. Хорошо? Я зачитаю. Вы можете посмотреть его, подготовиться, конечно. Тогда неравные условия. Ну, у человека нет времени на подготовку. К сожалению, вот так вот выпало. Он мог выбрать 4-й, например, вариант. Можно я зачитаю? Итак, вопрос. Поступило всего около 30 вопросов, однако мы их совместили, чтобы они некоторые повторялись. Пробки, с этим надо что-то делать, надо серьезно об этом подумать администрации города. Время. Я сейчас проживаю за территорией Мархи, поэтому я знаком сейчас с пробками. Это очень проблемная тема для меня. Да, плохое состояние объездных дорог, сейчас ремонтируется, но все равно это проблема для нас сейчас. К сожалению, да, городу нужны дополнительные объездные дороги, в более лучшем качестве, но более технологичными, более продвинутым, я считаю, что это будет внедрение умных систем светофоров, которые будут фиксировать, регулировать движение самостоятельно в автоматическом режиме. Спасибо большое, Аял Афанасьевич. Михаил Сергеевич, можно конверт? Тут написано «пусть каждый», однако вопрос адресуется Михаилу Сергеевичу. Пусть каждый из кандидатов ответит на вопрос, сколько стоит хлеб в магазинах города Якутска. Ну, это будет очень короткий ответ. Хлеб стоит от 42 и выше, как говорится.
То есть там цена достигает и 150 рублей. Но я бы хотел еще добавить, вот Прокопьеву немножко подсказать. Пробки, знаете, как можно избавиться от пробок? Нет, это все-таки вопрос Нет, адресованный. у меня же целая минута. Если хотите ответить на вопрос... Да. Я просто хочу добавить. Просто дело в том, что у нас проблема, знаете в чем? У нас все перекрестки, на которых стоят светофоры, не отрегулированы. У нас непонятно, почему, кто вот эти придумывает секунды, я имею в виду хронометраж светофора. То есть их нужно сделать хотя бы все по 35-45 секунд, не больше. Все Т-образные перекрестки нужно сделать направо, чтобы была стрелка. Соответственно, все направо будут поворачивать. Ну и где-то просто Х-образные перекрестки, я имею в виду. Нужно не просто сделать дороги, а нужно их расширять. Поэтому красную зону немножко нужно отодвинуть. Много людей, жителей захватили, будем говорить, дорожную часть. Вот, это как бы два момента. Ну и убирать сплошные линии, по крайней мере, для поворотов во дворы. Ваше время вышло. В общем, в итоге у нас получается такой формат мозгового штурма. И в количестве 2 кандидатов все предложили решение по этому вопросу. Светофоры надо регулировать. Да? Хорошо. Ну что ж, переходим к следующему. Вопрос для Виталия Валерьевича. Многие, молодежь особенно, заканчивая учебу, уезжают в другие города. Скажите, а какие меры вы приняли бы, чтобы в наш Якутск люди все-таки возвращались? Есть же естественные совершенно урбанизационные, глобализационные процессы. Молодежь из деревень стремится в города, молодежь из городов стремится повидать свет. И единственное условие, которое может их удержать людей, вернее, единственная причина, которая может удержать людей, молодых людей в городе, это условия для самореализации и условия для проведения досуга. Максимально возможные условия для самореализации, для обучения, для повышения профессиональных навыков, для получения хорошей высокооплачиваемой работы. И, собственно, для досуга, чтобы было куда сходить, где провести время, и чтобы это не был один сельский клуб, в котором все пляшут, не снимая шапок. Мое личное мнение, что не надо пытаться удержать молодежь силком. Ни к чему хорошему это не приведет, да и ни у кого не получалось. Ну пусть едут. Это же пассионарные молодые люди, у них впереди все. Пусть едут, посмотрят. Вот главное, чтобы в зрелом возрасте они захотели вернуться, отдать долги своему городу, отдать долги своей республике и детям своим показать, что вот какая у нас красивая республика. Спасибо большое за ответ. Илья Николаевич, ваш вопрос? Ваш вопрос звучит следующим образом. Самый назревший вопрос – это вопрос об общественных туалетах. Как его решили бы вы в качестве мэра? Знаете, вопрос отличный. Почему? Потому что я читал как раз инициативу одного из кандидатов, который предлагал сделать туалеты теплые совместно с остановками. Я специально потратил несколько часов времени, погуглив в интернете, где есть такие интересные экземпляры, есть ли они вообще в мире, сколько они стоят и, соответственно, как они устроены. Так вот, я вам скажу, что в Казахстане начали делать эксперимент, западная фирма установила похожий туалет, он стоил 22 миллиона рублей. Вот, это остановка с туалетом. Но там предполагалось, что кроме остановки и туалета еще есть все-таки магазин, где продается и кто это обслуживает. Поэтому мысль сделать теплые туалеты просто с остановками, я считаю, абсурдной. Это первое. Предложение у меня следующее. Безусловно, это должен быть МУП, то есть либо это отдать водоканалу для того, чтобы где-то делать пристрои рядом с домами. И там, вот в Санкт-Петербурге, в других крупных городах, то есть здесь спокойно существует муниципальное предприятие, которое обслуживает туалеты. Спасибо. Мы поняли, что остановок с туалетами у нас не будет. Да? Ну что ж, спасибо огромное. Переходим к третьему этапу. Мы довольно эффективно с вами движемся по программе. На третьем этапе кандидаты задают прямые вопросы участникам дебатов, своим оппонентам. Не забывайте, что сегодняшняя тема звучит как инфраструктура и решение проблем ЖКХ. На формулировку вопроса дается 30 секунд, а на ответ 1 минута. Мы даем возможность задать вопрос, ответить и задать встречный вопрос каждому из кандидатов. Это дуэль глаза в глаза. Да, ну мы более чем уверены, что джентльмены помнят о наших сегодняшних правилах. Да, и начинают кандидаты, которые стоят за кафедрами с меньшей цифрой, а затем они по диагонали задаются вопросы, ну и по тем же правилам. И в конце оставшиеся оппоненты. Схема ясна? Сейчас Николай Да, прям по немножко, цифрам вам скажет, кто да. кому. Приступает первый кандидат, задает вопрос кандидату за кафедрой номер 2. Потом Виталий Валерьевич задает свой вопрос. То есть у вас будет возможность
Да, Алаверды. да. Следующее идет Следующая кандидат за пара. кафедрой 3, кандидат за кафедрой 4. Кандидат за кафедрой 4 отвечает. Ну, Ну и дальше дирижировать будет Николай. да, приступаем. Время. Виталий, вы зацепили очень важную тему, и очень актуальную в сегодняшних днях. Это мусор. Как вы считаете, возможно привлечь китайцев или японцев к утилизации у мусора в нашем городе? Отвечайте сразу. Ну, можно привлечь китайцев, японцев, вьетнамцев, египтян. Какая разница? Вопрос в том, как организовать этот процесс. На сегодняшний день он организован отвратительно. У нас полигоном занимается ГУП ЖКХ РСЯ, мусороперегрузкой занимается частная фирма ООО «АЛГА», сбором занимается Якутская Кассети, город вообще не при делах, проблему мертвых бытовых отходов никто не решает. То, о чем я в самом начале говорил. И поэтому не важно, кого вы привлечете. Важно нормально организовать цепочку. Да, можно привлечь какие-то технологии, но сначала надо посмотреть объемы, то есть их достаточно ли производит город той или иной фракции мусора для того, чтобы была эффективная переработка. А просто по той формуле, которой сейчас планируется провести рекультивацию полигона, там никакие китайцы и японцы не нужны. Технологии простейшие, это маты из специальных материалов и работа бульдозеров. Отличный ответ. Послушаем теперь противоположную сторону. Ваш вопрос, Виталий Валерьевич. Время. Господин Прокопьев, вот я знаю, что вы попытались снять, может быть, они еще восстановятся, одного моего коллегу по выборам, другого моего коллегу по Тема выборам. ЖКХ. Да, это тема ЖКХ. И вот от таких игр, ну, в общем-то, от них не очень хорошо пахнет. И в связи с этим у меня вопрос. Вот есть такая большая проблема, как слив фекальных вод в люки городских предприятий. Вместо того, чтобы вывозить фекальные воды на станцию очистки, сливают в люки водоканала. Как вы решите этот вопрос? Зачем? Ответ. На самом деле решение вопроса тут должно быть очень простое. Я за модернизацию, за установку на всех автомобилях вывоза фекальных вод, систем слежения и наблюдения. И за набором, чтобы система следила и за сливом, где не сливают, когда, в какое время и в каком автомобили количестве. частные, а колодцев более 5000. Никаких систем не хватит. Виталий Нет, Валерьевич. все равно надо. А как еще делать? Спасибо большое за прекрасную дуэль. Кандидаты за кафедрами 3 и 4. Ваш выход, Илья Николаевич, начинает. Время. Да, я бы хотел задать следующий вопрос. Вот как вы считаете, республиканские власти должны ли больше, может быть, средств выделять на столицу? Если да, то на что бы вы попросили, на какую сферу, либо на какие направления деньги у главы республики? Спасибо большое. Спасибо. Ну, конечно, должны. Это же столица региона. Я бы попросил на мусороперерабатывающий завод, потому что это не просто исчезнет мусор в городе, это в какой-то степени определенный доход, и это такая социальная поддержка. То есть можно было, как раньше в советское время, убирать мусор, стекло, пластик, собирать бумагу. Во-первых, мусора бы не было в городе, во-вторых, люди бы получали какие-то средства за них. Да и в городе было бы чисто, просто бы не было мусора. Такая в виде идеи можно было какой-то сделать магазин такой, будем говорить, социальный, и там будут люди, сдавая, вот, будем говорить, какие-то пакеты, там, банки, получали бонусы на карты, и на эти карты брали просто продукты. Ну, а завод нужно ставить обязательно прямо там на свалке. Не нужно никуда на 27-й километр сносить. Нужно ставить прямо там, бульдозерами отодвигать, где-то газ освобождать, он такими модулями строится. Сначала ставить барабан, который перетирает вот это все в пыль, потом дальше ставить следующий, который делает брикеты. То есть это такая вещь очень интересная. Михаил Сергеевич, спасибо за ответ. Ваш встречный вопрос. Время. Да, Илья, вы поизучали город, тем более вы не первый уже раз участвуете в этом процессе. Мы в прошлый раз с вами встречались года 2,5 назад, вы были доверенным лицом. Наверное, вы слышали про такую, сложную задачу в Якутске, это 17-й квартал. Наверное, вы слышали, да, есть такой у нас
квартал, очень много людей. Ну вот эти вот, не хочется мне какие-то слова такие говорить, употреблять, резкие, но там очень ситуация очень сложная. И вот то, о чем вы сказали, вот туалеты, ну там сделали выгребные ямы просто. Вот что бы вы предложили сделать на месте 17-го квартала и как вообще решить вопрос? Вопрос Да. понятен, спасибо. Да, вопрос понятен, спасибо. Я бы решил вопрос следующим образом. То есть совершенно очевидно, что недостаточно федеральных денег, которые выделяются на переселение из ветхого аварийного жилья. И совершенно понятно, что людей нужно переселять. Сейчас регионам Российской Федерации полномочия Госдума дала принять местные законы о реновации. Я бы построил людям новое жилье и привлек бы коммерсантов для того, чтобы они, построив часть жилья на продажу, часть жилья, как это положено, передали городу, а город передал бы людям. Потому что существование деревяшек, вот я был в Архангельской области весной, то есть там просто тотальное. И здесь 17-й квартал, это просто, я считаю, позор города и позор республики. Спасибо за прекрасный раунд. Мы переходим к следующему кругу. Начинает кандидат за кафедрой 1 и парировать будет кандидат за кафедрой 3. 30 секунд на вопрос. Ответ звучит, естественно, сразу. Время. Ладно, тогда вопрос такой. Но все-таки без теплых туалетов теплые остановки нам нужны городу? Это, безусловно, остановки нужны, но я за то, чтобы остановки делались по принципу, как сейчас, принцип, что там находится либо какое-то кафе, либо там находится магазин продуктовый, то есть люди, которые следят за порядком так или иначе, обслуживают, сохраняют то, что там внутри. Из интерьера есть и там телевидение, телевизор установлены там и так далее. То есть сделал бы их просто наиболее модными для того, чтобы они были более вместительными, удобными, чтобы людей больше помещалось туда. Ну и чтобы было определенное многообразие. То есть где-то кафе, где-то магазин, где-то, возможно, там детский магазин там, и так далее. То есть посмотреть в зависимости от специфики расположения, что удобнее людям. Я бы даже и людей спросил, потому что по большому счету все, что делается в городе, если я изберусь, я буду спрашивать у людей. То есть, что они скажут, соответственно, буду делать. Спасибо. Прекрасный ответ, мне кажется, да, и можете задавать свой встречный вопрос. Время. Да, спасибо. Тоже актуальный вопрос. Здесь он освещался. Я бы хотел спросить, что делать в итоге с собаками. То есть, ваше мнение? С собаками мы в 21 веке не можем поступать, как, не знаю, 50 лет назад, пускать там, не 50, может, 100 лет назад, пускать их на мыло. Все равно надо будет питомниками заниматься. Это, конечно, большая проблема и для города. Я считаю, что надо в эти питомники в качестве волонтеров привлекать как раз тех общественников, которые вот именно любят животных и занимаются проблемой этой у нас в городе. Я знаю их очень много и надеюсь, что они поддержат. Деньги где брать? Уточняющий вопрос. Все, к сожалению, время. Истекло. Переходим к кандидатам за кафедрами 2 и 4. Начинает Виталий Валерьевич. Время. Михаил, можно на «ты»? Мы уже встречались на дебатах как раз вчера, на дебатах, организованных гражданским вызовом. И там прозвучала от тебя информация о том, что ты не будешь сам строить полигон на 9-м километре. Я бы хотел узнать, где ты возьмешь для этого деньги. Потому что, чтобы построить полигон, например, на 27-м километре, нужен 1 миллиард рублей, и это без учета рекультивации и без учета мусоросортировки. Где ты возьмешь 1 миллиард? Ты не слышал, нам выделяет республика, вот только что говорили. Но если кроме шуток, это, конечно, должно быть либо ГЧП, либо МЧП, я имею в виду муниципальное частное партнерство. Понимаю, что большие деньги, но что такое завод мусообразующий? Модулями он стоит от 50 миллионов и до 1,5 миллиардов.
То есть это вообще, знаешь, такая, уже потом такая инфраструктура, как маленький городок, такая паутина огромная, где абсолютно все, и даже выходят уже, будем говорить, бутылки готовые. Да, вот сдают мусор, и выходят готовые бутылки. Но я хочу сказать, что нет, а почему мы должны сразу нести огромные затраты? У нас ведь со всех сторон дыры. Но я считаю, что для начала нужно просто освободить, сдвинуть. У нас ведь есть, ну я имею в виду техника, бульдозер, экскаватор, просто освободить часть на 9-м километре, сдвинуть вовнутрь свалки, не в ущерб лесу, не рубить его, не ломать, не истреблять. И на этом месте вот уже потихонечку начать рекультивацию, где и Без ставить бюджета вы первый планируете, в общем, модуль. справиться, да? Наверное, без бюджета нельзя Да. справиться. Надо будет пересмотреть статьи, я хотел сказать, Ну, какие-то хорошо. статьи. Спасибо. Потому что это Спасибо. регулярно делают во время, в общем-то, Спасибо. Спасибо. каждый градоначальник. Спасибо. Ну, можете парировать. Время. Можете свой вопрос задать. Павел, прошу прощения, Виталий. Значит, скажи, как бы ты вот снизил тарифы для населения? Ну, например, тарифы на электроэнергию. Это как раз то, с чего я начал свое выступление, когда говорил про нонконформизм, про конформизм. У нас городские власти сегодня от этого устраняются. И я считаю, что город должен принимать самое активное участие в выработке тарифов. У меня будут специалисты, которые будут прорабатывать вопрос на всех уровнях, и мы будем изыскивать все возможности для того, чтобы минимизировать повышение тарифа. У нас очень часто в тариф включают необоснованные затраты, в тариф включают затраты, которых вообще там быть не должно. И зачастую, к сожалению, тариф подгоняется вот иногда под нужды конкретных ресурсных структур. Я не смогу сейчас ответить на вопрос про электроэнергию, я этот вопрос не успел проработать. Но я знаю, что, например, тариф по мусору подгонялся конкретно под нужды регионального оператора. И город на это смотрел сквозь пальцы. Более того, сейчас региональный оператор выиграл суд у МОП ЖКС и добился признания того, что объемы, которые они за год вывозили, меньше, а в тариф заложены повышенные объемы. То есть нас всех надули. Ну, это точно, это тяжелое обвинение. Да, Да. да. Вообще, хочется сразу много вопросов задать, правда? Да, но, к сожалению, К этот сожалению, круг мы закончен. ограничены, Да. ограничены форматом, и мы продолжаем Да, следующий раунд. вот это был второй круг. Переходим к третьему, заключительная часть. Вопрос задает кандидат за кафедрой 1 к оппоненту за кафедрой 4. Ну и будет ваш ответ. Время. Уважаемый Михаил, мне показалось, что в вашем выступлении вы не успели высказать свою мысль по управляющим компаниям. Мне очень интересно дослушать вашу речь. Ну, собственно, уже эти ответы прозвучали здесь. Я имею в виду, компании должны работать прозрачнее, эффективнее, и за этим надо следить. Я бы, знаете, хотел от компании перейти к бездомным. У нас очень много бездомных, и был такой проект «Дом трудолюбия». Хотели сделать его при епархии, и в городскую думу не один раз вносили. То есть, чтобы людей, вот, которые на улице, чтобы их обеспечивать горячим питанием и какую-то работу им находить. Например, они бы убирали мусор или собирали бы, там, не знаю, подметали бы дворы. То есть эти бы люди не валялись вот так вот там на автовокзале или где-то возле торгового центра, да, и очень как бы от них шарахаются все. Ну это, в общем-то, невыносимо. И еще вот я вам все хотел сказать, тема ЖКХ, и собаки туда входят. Собак стрелять нельзя ни в коем случае. Нельзя убивать собак, просто нельзя. Вот когда приезжают и стреляют через двор, а там идет ребенок, значит, с портфелем. Ну это просто извращение. Если собака заболела, да, ее, конечно, надо усыпить. Поэтому надо к пункту передержки подойти серьезно, посмотреть работу. Ну, ваш ответ понятен. Так понимаем, это очень задевает вас, поэтому можете задать свой вопрос. Время. Скажите, что бы вы сделали с водоотведением дорог? Вот сейчас у нас через месяц-два город поплывет. То есть вот снег растает. Что бы вы сделали? Насколько бы вы подготовились? Вот, я имею в виду технику, помпы, вот, даже небольшую подсказку. И куда бы вы это вывезли? Во-первых, снег. Ну и дальше процесс, когда уже город поплыл, чтобы вы предприняли экстренно, потому что люди будут по заборам опять идти в школу и в детский сад. Мне кажется, что это очень
технический такой вопрос, в котором надо разбираться будет именно вот, да, с предприятиями, которые занимаются вывозом. Вообще проблема снега для Якутска, я считаю, вообще снег, да, надо убирать, начинать чуть ли не с осени, потому что на самом деле в Якутии не так много снега выпадает, как в других регионах, и мы могли бы спокойно справляться со снегом, если бы мы проводили эту работу на постоянной основе, и не ожидая весны, не ожидая, что снег сам растает, сам куда-то уйдет. Эту работу надо начинать, думаю, прямо с осени, с ноября месяца. Да, но сейчас у нас уже март. Ну, время, к Сейчас-то мы сожалению. что Да. будем делать? Время, к сожалению, сожалению, вышло. Успел нельзя, ответить да. только на одну часть, да? Да. Только про снег. Ну, уважаемые кандидаты, сейчас предстоит финальная дуэль третьего раунда. Начинает кандидат за кафедрой 2, задает вопрос кандидату за кафедрой 3. Илья, в вашем выступлении в самом Время. начале... Спасибо. В вашем выступлении в самом начале вы упомянули, что вам категорически не нравится, как работает наша государственная жилищная инспекция. Видимо, у вас есть какая-то идея, как ее можно реформировать или как изъять из нее полномочия и забрать их на уровень муниципалитета. Поделитесь, пожалуйста, если можно, приведите пример других городах, где это успешно работает. Может быть, я позаимствую? Да, спасибо, это хороший вопрос. На самом деле мы понимаем, что работа людей, которые возглавляют те или иные ведомства, зависит от главы республики. Это первое. То есть если захочет глава республики, чтобы госжилинспекция работала для жителей, она начнет работать. Что касается вашего выступления, я вот тоже смотрел вчера дебаты, и мне понравилась идея по поводу муниципального жилищного контроля, потому что, например, в госжилинспекции Московской области есть муниципальный контроль, вот, есть полномочия такие, в том числе есть те отделы, которые созданы по разным территориям, ну, Московская область большая, вот, и штат госжилинспекции там порядка 120 человек. Вот, то есть это не просто люди, которые сидят на зарплате, а люди, которые действительно выезжают, еженедельно отчитываются, сколько денег они собрали, вернули в бюджет, сколько помогли гражданам, отстаивая их права и так далее. Поэтому ваша идея верна. Все, спасибо. Уложились, да? Все, что хотели, сказали. Спасибо. И ваш вопрос для Виталия Валерьевича. Да, Виталий, у меня вопрос такого плана. Вот просто изучал тоже опыт, и мне люди, специалисты подсказали, что фактически мы платим дважды за теплоэнергию. То есть первое, мы платим за электричество, которое турбину заставляет работать, а потом мы платим за то, что она вырабатывает тепло, как бы платим еще и за тепло. Вот вы, будучи мэром, тоже развивая вашу идею, что вы будете контролировать, какие способы будете применять? На начальном этапе я вижу своей основной задачей остановить процесс создания ЕТО, единой теплоснабжающей организации, поскольку это как раз повлечет за собой увеличение тарифа для населения именно из-за тех обстоятельств, которые вы озвучили. Необходимо не передавать туда частные котельные все, потому что у нас есть примеры успешной работы их в отдельных кругах. Необходимо сохранить МУП теплоэнергию. И вообще необходимо сохранить на рынке конкуренцию, потому что именно конкуренция обеспечивает, во-первых, качество услуг, а во-вторых, балансировку цен. В свое время, когда Александр Сергеевич Николаев был мэром города Якутска, он категорически выступал против того, чтобы отдавать всю тепловыработку на уровень того же Русгидро. Он говорил, что у нас двойной профицит тепла в городе. Нам этого не нужно было. Сейчас парадигма вдруг изменилась, и я видел распоряжение, где было черным по белому указано поторопить мэра, на тот момент Ардану Аксентьеву, с передачей МУП теплоэнергии в ЕТО. Я этого не допущу. Спасибо большое. Спасибо за эту дуэль, за те вопросы, которые появились на самом деле, когда мы слушали ваши ответы, за то, что я думаю, что зрители будут думать, будут рассуждать еще даже тогда, когда наши с вами дебаты закончатся. Ну, естественно, делать выводы – это, наверное, основная задача человека, который голосует. А мы приступаем к четвертому этапу, где участники сегодняшних дебатов расскажут, почему избирателям нужно голосовать именно за них. Об этом они расскажут сами. Уважаемые кандидаты, у нас к вам
всем один единственный вопрос. Почему нужно голосовать именно за вас? Начинает традиционно на сегодняшний вечер уже Аял Афанасьевич. У вас 1 минута, таймер работает как обычно. Отвечайте, пожалуйста. Я несколько раз уже слышал тезис о том, что 26-28 марта мы, горожане города, будем выбирать хозяина города. Я с этим категорически не согласен. Мы будем выбирать человека, не который будет хозяйничать в городе, а который будет работать на город, который будет получать зарплату, а не доход от города. Человек, который будет уважать горожан и прислушиваться к их мнению. Я, Прокопьев Аял, кандидат в мэра родного города Якутска. Спасибо. Спасибо. Михаил Сергеевич, почему избиратель должен проголосовать? 4-й? Мы же по этому идем, по жеребьевке на данный момент. Да. Как скажете. Да, поэтому вопрос такой. Почему избиратель должен отдать свой голос за вас? Минута? Ну, кроме того, что я просто здесь родился, я здесь еще живу много лет, собственно, с рождения по сегодняшний день, никуда не уезжая. Якутск — это, ну, все-таки долина Туймада, она болотистая, поэтому понятно, почему у нас много проблем, я имею в виду вот с водоотведением, с дорогами, с тротуарами, с болотами, с озерами и прочее, прочее. Ну вот мэр — это тот человек, который, а я считаю, что мэр все-таки хозяйственник, который должен прийти и навести как хозяин порядок в своем доме. Озера нужно обратно все соединить, очистить их. Я понимаю, это земснаряды там тоже недешево. Ну, даже мальков можно запустить в озера, поскольку они стоят там по 40 рублей. Кстати, там 1000 запустил, и фауна сама будет уже развиваться, флора, да, появится. Я имею в виду, вот сейчас у нас потечет город через месяц-два. Потом еще через месяц-два начнутся комары, смог, пляжи. То есть у нас просто, понимаете, у нас... И время наше вышло, к Ну вот сожалению. время у нас Город вышло. потечет, Минуты время очень мало, утекло. конечно. Минуты Минут мало. 10 надо давать. Да. Ну, условия для всех одинаковые. И минута, пожалуйста, ваша, Виталий Валерьевич. Спасибо большое. Уважаемые горожане, у меня есть минимум 5 причин, на самом деле их гораздо больше, чтобы вы проголосовали именно за меня. Ну, во-первых, за мной не стоит никакой клан, за мной не стоит никакое землячество, за мной не стоит никакая партия, даже с волосатыми лапами и медвежьим рылом. За мной не стоит никакая финансовая группа. Я буду подотчетен только горожанам, только избирателям. Второй момент. 20 лет я жил проблемами простых людей. Люди шли в средства массовой информации как в последнюю инстанцию в поисках истины, когда их обижали чиновники, когда они бездействовали и не решали проблемы. Третье. Я знаю, как работает парламент. Я, не будучи депутатом, являюсь соавтором как минимум 2 действующих республиканских законов. А это важный момент, уметь работать с парламентом республики и знать, как принимаются законы. Четвертое. Я 3 года подряд являюсь экспертом при принятии бюджета города Якутска на публичных слушаниях. Я знаю, как принимается бюджет, из чего состоит казна города Якутска, как и чем она пополняется. Пятое. Я прекрасно знаю, как живет и чем болеет малый бизнес. А это каждый 4-й рубль в собственных доходов города Якутска. Вот 5 причин, по которым я точно смогу эффективно управлять городом. Большое спасибо. Уложился в минуту. Да. Спасибо большое. Илья Николаевич, так почему люди должны голосовать за вас? Минута. Да, спасибо. Я, в отличие от остальных кандидатов, в Якутске не проживаю, поэтому я не связан никакими коррумпированными связями. У меня нет здесь начальников, у меня нет здесь людей, которые могут на меня надавить, подкупить. Я не отношусь к людям, которым приносят документы, они их расписываются, потом подают в суд, а потом даже не участвуют в заседании суда и даже не знают, о чем эти документы составлены. Такого со мной точно не будет. Я против жуликов, против воров, не дам хапать, разворовывать бюджет. На самом деле людей убеждают, чтобы они не ходили на выборы, запугивают. И я говорю каждому сейчас жителю Якутска:
Ваш голос многое решает, многое определяет. Он дорого стоит. Обязательно подумайте, за кого идти. И обязательно идите на выборы 28 числа. Не надо голосовать досрочно, голосуйте в последний день, чтобы ваш голос никто не украл. И никого не бойтесь. Победа будет в любом случае за вами. Отлично, спасибо большое. Ну, это же наши были слова на самом деле, да, это же наши финальные слова. А все почему? Потому что наши дебаты подошли к концу, мы как-то очень быстро с вами справились. Все благодаря, конечно же, вам, тому, что вы корректно, четко, ясно, укладывая, соблюдая тайминг, отвечали на вопросы. И Ну, мы приглашаем... мы приглашаем наших избирателей проголосовать за тех, кого выслушали. И завтра будет еще одна четверка. Ровно в 7 часов. Это будут нашими участниками следующими. Станут Рябченко Евгений Викторович, Сава Анатольевич Михайлов Федоров Владимир Юрьевич. и Евгений Николаевич Григорьев. А вас, уважаемые кандидаты, очень благодарим и желаем удачи на предстоящих выборах. Спасибо. А мы с вами еще встретимся же через неделю, да, на втором туре дебатов. Также там непонятно, в субботу или воскресенье Ну, будет там еще пройдет одна, жеребьевка, да, еще одна будет жеребьевка. новая В каком жеребьевка, составе поэтому- вы будете, пока неизвестно, но в любом случае мы будем рады вас видеть через неделю. Всего вам доброго. Спасибо, Сахамедия, за хорошо организованные дебаты. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, уважаемые читатели и зрители. И Якутского- слушатели. И слушатели Якутского Саха информационного агентства «Радио Тетим». До завтра!